Кем ты себя видишь через 5 лет? Пожалуй, это один из самых популярных вопросов на собеседовании. Однако сколько же смысла заложено в одной фразе? К тому же, сейчас близится время сдачи единого национального тестирования, где уже многие абитуриенты будут задумываться о дальнейшей профессии. Но нельзя забывать, что выбор профессии – одна из ключевых моментов, от которой зависит удовлетворенность жизнью. В первую очередь хотелось бы сказать, что выбор профессии – это очень большая проблема в нашей стране, так как 60% выпускников вузов не работают по своей специальности. Это значит, те средства, да, то финансирование, которое выделялось на гранты, то время, потраченное на учебу, оно, можно сказать, попусту. Да? Поэтому здесь очень важно к этому вопросу подходить ответственно. Выбор профессии зависит от интересов, способностей, материальных возможностей и от места жительства. Но даже если вы все это про себя знаете, что же делать с этими знаниями? Возможно, узнать о своих талантах с помощью психометрических тестов, такие как Gallup, с которым мы работаем. Также можно использовать рефлексию, да, то есть можно просто оглядываться назад, размышлять над теми моментами, над теми задачами, над той деятельностью, которая получается легко. Вот. Это как бы один, так скажем, фундаментальный шаг в выборе профессии. Это познание себя. Пока человек не узнает, кто он есть, то и найти предназначение свое будет сложно. Также есть тесты на профессии. Пробуйте их. Помимо этого, вы можете смотреть интервью профессионалов, читать книги и даже поработать в этой сфере, чтобы понять, это мое или нет. К сожалению, ученики испытывают огромную сложность, да, в этом вопросе. Почему? Потому что уж очень большая вероятность того, что выбор будет ошибочным. Ну, то есть статистика, да, показывает, опять же, 60% это цифра не маленькая, правильно же? Поэтому тут очень важно, чтобы ученик, ребенок знал себя хорошо. Он должен знать, какие таланты у него есть, что у него хорошо получается, что у него получается с легкостью, но в то же время качественно. Но если вы совсем запутались, то можно обратиться за помощью к специалисту, который направит вас. Конечно же, да. То есть профориентаторы – это те люди, как раз таки, которые имеют очень хорошее представление о том, как, да, вот, выстроить этот процесс. То есть процесс, так скажем, познания себя. То есть профориентатор, он должен уметь раскрыть личность. Это очень важно. Почему? Потому что как бы знания там в области профессии это недостаточно. Наилучшего результата можно добиться, определив сначала способности человека, а затем оказав помощь в подготовке к данной профессии. Так или иначе, работа должна приносить не только хороший заработок, но и моральное удовлетворение.